Салем Достар, вы снова на канале Кола. Большой рахмет, друзья, всем, кто подписался. Я рад видеть вас всех на моем канале. Друзья, сегодня мы посмотрим видео Астероид vs Казах. Бой на голых кулаках. Давайте посмотрим, увидим, что здесь покажет, друзья. Перед просмотром не забываем подписываться, проставлять лайки, прожимать колокольчик. Видео выходит каждый день, видео выходят все по вашим заказам. Ссылку на канал автора я оставлю в описании под видео. Обязательно, кому интересно, переходите, смотрите различные видеоролики. Бой на жестких кулаках, конечно, это не для слабонервных, потому что это жесткие бои, которые тяжело наблюдать даже любому зрителю. Смотрим, друзья. Ссылку, друзья, на канал автора я оставлю в описании под видео. Обязательно, кому интересно, переходите, смотрите. Приветствую всех, меня зовут Рустам Астероид, мой следующий соперник Дюсимбаев Казах, очень характерный, стойкий боец, но для этого боя мне пришлось скинуть 5 килограмм примерно, вот, сменить немножко весовую, но ничего страшного, но жрать охота пиздец. Казах, Волга, вам приятного просмотра. Ассаламу алейкум, приветствую всех. С вами снова я, кто не знает, Дюсимбаев Багдад, по прозвищу Казах. Я представляю Республику Казахстан. Это у меня 4-й бой в топ-дог. В этот раз я с Рустамом буду драться, по прозвищу Астероид. Я уверен, наш бой вам понравится. В бою желаю всем удачи и без травм. Давайте перейдем к соглавному событию сегодняшнего вечера. Ведь его открывает один из фактурнейших бойцов нашей организации. Это Мухиддинов Рустам по прозвищу Астероид. Рустам представляет город Люберцы и пришел к нам в статусе чемпиона по уличным боям «Стрелка». Он идет на серии из 2 побед и дважды обладатель бонуса за бой вечера. После своего последнего поединка Рустам решил взять паузу и полностью посвятил себя изучению боксерской техники. И, возможно, сегодня мы увидим нового Астероида. Ну и как вы могли заметить, он полностью оправдывает свое прозвище. 184 сантиметра, 96 килограмм и ему 26 лет. Мухиддинов Рустам. Ну а сейчас давайте встретим его соперника. Ведь это Дюсимбаев Багдад по прозвищу Казах. Он худее на порядок, очень худее, 86 килограмм, того 90 килограмм. Все еще единственный представитель Казахстана в топ-доге. На прошлом турнире Бахов в очередной раз продемонстрировал дух и волю к победе. А сегодня он собирается доказать, что может претендовать и на перстень. Он сам бросил вызов Астероиду и сказал, что его не волнует разница в весе и пришел сюда только побеждать. Заявив, что Рустам может весить хоть 100 килограмм. Его рост 185 сантиметров
вес 86 килограмм, и ему 30 лет. Давайте поприветствуем его, Дюсимбаев Багдад. Бойцы на середину. Подали руки. Внимательно слушайте мои команды. Вы уже профессионалы в этом виде спорта. Покажите красивый поединок. Работаем 3 раунда по 2 минуты. Удачи вам, ребят. Ой, Судья готов. Судья готов. Судья готов. Первый раунд. Тайм. Больше левый, подними эту левую. Дай ее вперед, Бага, передняя напрягает. Бага, не надо, говорю, выпиться. Левый кидай. Первый раунд, Гоша, успокойся. Бага, левую просто кидай, двигайся. Бага, Подними левую, подними левую. Бага, подними руки. Помаши левую. Бага, подними руки, левую, кидай, Бага, левую, кидай. Право. Подними. Левую руки. Снизу, когда. Где ноги? Ноги подключай. Тыкай левый. Дай левый, дай вот так, кидай. Не надо. когда тишина вот такая в зале, вот эти щелчки, да, ударов по лицу, это ужас. Когда ты слышишь их, аж самому больно становится. Успокойся, не рубись! Бага, не надо брать руку! Стоп, на середину. Бага, ты смотри! Держишь. Не держи. Слышь меня? Ты меня слышишь? Файт! Углан. Сейчас они по-любому стреляются. Молодцы бойцы, оба так хорошо себя показывают поначалу. Сейчас посмотрим. Второй раунд. Файт! Не надо драться, не надо драться. Не надо драться, левый, а тех где? Вот тренер. Пальцы. Готов.
середину. На середину. Левой, левой. Подними руки, бах! Работай! На ножках работаем. Он сам на тебя пойдет. Левая, Бага, левая! Право иди! Вот так! Право! Аббас, играй! Переиграй! Уже выдохлись оба бойца, конечно. Видно, что выдохлись оба бойца, но идут до конца, молодцы. 10 секунд. Выше голову. Попал хорошо, да. Секунданты за ринг. Третий раунд. Тайм. Раз, вниз. Давай работай! Все хорошо, умница. Стоп! Характер, прям на характере, молодец. Голову выше. Ой-ой-ой. Стоп! Дай середину. Минута. Стоп! На середину. 30 секунд. Работаем. Файт! Попал, хорошо. Плечом бей, плечом бей. 10 секунд. Ну, 2 было нокдауна, 2. Один у казаха был, да, и в астероида вот получился.
Но оба бойца молодцы. Но у казаха было больше попаданий. Я не профессиональный, конечно, вот там судить как-то, да, но бойцу Астероид, да, прозвище, надо по-любому ДХ-чку разрабатывать, потому что он уже в первом раунде уже видно было, что он подустал и задыхался. С Казахстана боец, да, выстоял вообще мало. Ну, было уже с второго раунда по третий у него намного больше было попаданий. Это было видно сразу. Дайте еще один раунд, Клим! Вас не вздумай выдувать. Бойцы на середину. Мы что, объявлять будем победителя или нет? Победителя будем? Так иди сюда. У меня не зря была заготовлена фраза, что это был самый тестостероновый бой за сегодня. И для меня я ожидал, что он будет самым грустным на самом деле, потому что я близко общаюсь с двумя бойцами и не хотел, чтобы кто-либо из них проиграл. Тем не менее, в этом бою есть победитель. И это Дюсимбаев Багдад по прозвищу Казах. Молодец. Ну, это спорт, друзья. В любом случае должен быть победитель и проигравший. По-другому никак не будет. Рустам, я бы хотел вначале взять у тебя слово. Я знаю, что ты очень серьезно к этому относишься. И я бы не хотел, чтобы это как-то могло надломить твой дух и твою веру. Мы все здесь очень любим тебя и хотим видеть тебя еще. Ты провел прекрасный зрелищный поединок. Твое слово, Рустам. Извините, что подвел вас. Я бы не сказал на самом деле, что ты кого-то подвел, потому что самое главное, мы все увидели здесь действительно нового Рустама Астероида, ту школу бокса, которой ты научился за столь короткое время, и поэтому для тебя только эти аплодисменты, ты молодец. Ну а теперь давайте дадим слово
единственному представителю Казахстана пока что на нашем турнире, который делает это все в первую очередь с целью купить своему отцу автомобиль. Я думаю, после сегодняшнего боя он уже наконец-то сможет это сделать. Давайте дадим ему слово. Баха. Ассаламу алейкум всем. Приветствую всех. Я первым очередом хочу сказать спасибо тебе, Данил, брат мой. Ты для меня многое сделал. Тебе первое спасибо. Не зря, как видите. То, что ты меня познакомил, показал столько людям. Тебе спасибо. Организаторам спасибо. Тебе спасибо. Люди, братва, друзья, команда, казахи, вам всем спасибо. У меня не было другого варианта, кроме как выиграть. Это потому что сегодня, 16 декабря, для Казахстана, для казахского народа это День независимости. В 1986 году сестры, наши братья, для нас, для меня, для моего народа, для Казахстана очень многое сделал, брат. Сегодня такой важный день, не только праздник, очень важный день. Я хочу посвящать эту победу своему народу казахскому и Республику Казахстан. Поздравляю В всех. прямом эфире. 65 тысяч людей нас смотрят сейчас в прямом эфире. Спасибо всем, кто поддерживает, всем спасибо. Моим командам, моим братьям. Вас очень много тут, всем спасибо. Казахи, спасибо. Спасибо. Вообще с Казахстана боец в конце удивил, молодец, именно так душевно и хорошо поздравил Казахстан, да, и посвятил эту победу народу Казахстана. Вообще красавчик очень. Бойцы оба хорошие, да, видно, что Астероид переживает такой чуть-чуть, конечно, для него проигрыш это болезненный, но, друзья, это спорт. В любом случае есть проигравший, есть победитель, есть проигравший, и здесь никуда никак ты от этого не отвернешься, не денешься. В любом случае должно быть. Но проигрыши тоже дают какие-то свои плюсы, потому что ты смотришь на свои ошибки, и в дальнейшем ты будешь больше или тренироваться, или как-то исправлять эти ошибки, чтобы побеждать. Оба бойцы быстрого восстановления, и пускай нас радует только новыми зрелищными боями. Очень круто было, зрелищно. Друзья, не забываем подписываться, проставлять лайки, прожимать колокольчик. Видео выходит каждый день, видео выходит все по вашим заказам. Ссылку на канал автора я оставлю в описании под видео обязательно. Кому интересно, переходите, смотрите различные видеоролики. Берегите себя, друзья, до встречи.